Я не собираюсь говорить вам про 100 шагов. Хочу рассказать лишь об одном шаге. Когда вы его сделаете, приходите, пообедаем вместе, и я скажу вам о втором шаге. Но сейчас давайте подумаем о чем? О первом шаге. Когда посланник, саллаллаху алейхи вассалям, становится посланником, в каком возрасте? В 40 лет. В 40 лет он начинает призывать к исламу, делать даават. А жил ли он в Мекке до этого? Да. Люди знали его до этого. Как они его называли? Они давали ему хорошие прозвища. Какие? Ас-Садок — честный, Аль-Амин — надежный. Говорил ли он с ними об исламе до своего 40-летия? Нет. Он вел с ними торговые дела, жил среди них, был обычным соседом, дружил, ел с ними, общался каждый день, помогал им, занимался благотворительностью. Все это он делал вместе с ними. До 40 лет о нем знали лишь то, что это честный, заслуживающий доверия человек. На вопрос, кто самый ответственный человек во всем городе, ответ был Мухаммад. Они еще не называли его посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Так вот это и есть шаг номер один. Первый шаг каждого из нас, как представителя уммы, мы обязаны показывать собой всему миру нрав посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, а именно честность и надежность. Чтобы, когда они думали о мусульманах, то представляли кого-то честного. Когда говорили «мусульманин», то имели в виду человека, на которого можно положиться. На сегодняшний день все настолько плохо, что мы даже друг другу не можем доверять, не можем положиться друг на друга. Мы лжем, мы обманываем. Мы лжем в бизнесе, обманываем в семье, в делах наследования. Мы жульничаем на работе, мухлюем с налогами. Мы лжем и мошенничаем при каждом удобном случае. Вот парень, продавец в магазине, говорит покупательнице: «Ай, красавица, только для тебя, эксклюзивное предложение. Могу продать это тебе всего за $100. Сам отдал 99, зарабатываю всего лишь $1. На самом деле он купил это за 10 и выдумал всю историю, чтобы в итоге продать за 99. Ну так и быть, бери за 99. Вы даже просто продавая что-то не можете не обманывать. Как мы можем предстать всему миру честными и надежными, когда мы даже друг с другом не бываем такими? Даже сами себя такими не считаем. Или вот вы приезжаете в какую-нибудь мусульманскую страну и ловите такси. Если таксист узнает, что вы американец, цена взлетает втрое. Почему? Это что, честно? Это, по-вашему, справедливо? Или вы идете в автосервис. Механик мусульманин, машалла, мусульманин. Вы говорите, мне нужно сменить масло. Он открывает капот, изучает двигатель и говорит: да тут и коробку передач менять нужно. Я не сильно разбираюсь в машинах, а он разбирается. Мы жульничаем с людьми, лжем им, поступаем с ними нечестно. А потом пытаемся говорить что-то о религии Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, о призыве к исламу, о шариате пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Секундочку, погодите-ка. Сначала 40 лет, первый этап, шаг первый. Сейчас никто не считает нас честными, никто не воспринимает нас как заслуживающих доверия. Вот приоритетное направление для призыва людей. Нужно самим измениться так, чтобы еще до того, как вы откроете свой рот, они уже любили вас, уже доверяли вам и говорили о вас. Этот человек никогда не солжет, на него можно положиться больше, чем на кого-либо. Вот какими должны быть мусульмане. В стране, где мы живем, в Америке, среди ваших коллег много индусов, христиан, буддистов, кто-то даже атеист или агностик, и все, что им известно об исламе, не из Корана. Они не знают Коран. Все, что они знают об исламе, это вы. Вы и есть ислам для них. Вы являетесь для них представителями пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому, когда вы говорите своим коллегам: «Буду через 5 минут», я знаю, что зачастую 5 минут у нас означает «ну, когда-нибудь сегодня». Вот наглядный пример. Когда вы утром еще не вышли из дома, вам звонят: «Где вы?» А вы говорите: «Я уже в пути».
Но вы ни в каком не в пути, вы даже еще зубы не почистили. А вам еще добираться из пригорода, вам еще ехать 3 часа. Вы где? Уже подъезжаете? Да-да, в 10 минутах. 3 часа, а вы не на вертолете, вы на машине. Будьте честными, даже в мелочах. Если вы не можете быть честным в малом, тогда вы однозначно не можете быть честными в чем-то большом.